Проанализировали с помощью каких терминов, а их достаточно много в этом направлении, так сказать, нам удалось в основном обсудить все, что мы обсуждали 4,5 часа. И, соответственно, 5 ключевых терминов. Значит, я бы хотел сказать, что терминология немножко упрощена или выбраны самые краткие из сотен определений. Да, и в данном случае здесь важно, что идентичность территории, она включает в себя, это ключевая идентичность территории включает в себя миссию и другие элементы, которые обычно относятся к корпорации. На базе следующее, это в территории взяли определение, которое достаточно краткое, конкурентная идентичность территории. И здесь включается связь с идентичностью. Бренд-платформа, тоже распространенная история, все участники трека оперировали этим понятием, оно многих устраивало. На основе бренд-платформы при ее наличии, конечно, выстраивается коммуникационная стратегия, которая в отдельных случаях может быть программной, может быть и другим названием, но взяли простой слово план, чтобы точнее передать, так сказать, ту мысль, которую мы хотели бы отразить далее. И ключевые параметры эффективности, как выяснилось, это ключевая, которая, как известно, называется KPI, это оказалось главным противоречием. Собственно, как только была обсуждена эта тема, тут же встал вопрос, каковы критерии эффективности. И выяснилось, что практически не существует обсужденных, даже не только принятых, но и обсужденных в публичной сфере критериев эффективности для принимаемых коммуникационных стратегий территории, для брендинговых проектов и так далее. И, собственно говоря, мы сделали одно действие, после которого вышли на эти ключевые параметры. Следующий слайд, пожалуйста. Шесть направлений, 6 позиционирований города вовне. В данном случае население может быть и внешним, и поэтому мы его оставляем среди этих 6. По некоторым, так сказать, по некоторой классификации здесь остается 4, по зарубежным не больше 5. То, что у нас расположено внизу в управлении, оно же власть, оно же вышестоящая власть, является одним из главных, так сказать, объектов продвижения города в России для его повышения капитализации и качества жизни, и совершенно неизвестно за пределами России. Да. То, что за рубежом обычно обозначают как креативный класс и творческая молодежь, в России сфокусировано прежде всего на продвижении вузов, на образовании. А остальное все стандартное. То есть мы работаем с населением, туризм, инвестиции, которые объявлены главной целью, допустим, в Русской Республике. Товары и услуги, здесь имеется в виду как и экспорт, так и, так сказать, потребление товаров, произведенных на территории города или региона. То есть базовый уровень идентичность, на основе которой выстраивается бренд-платформа. На основе бренд-платформы разрабатывается коммуникационная стратегия, поддержана проектным каркасом, проектным контуром. Собственно, основное приложение энергии людей и, так сказать, и финансов, оно происходит к проектному контуру. И дальше осуществляются коммуникации с этими 6, грубо говоря, целевыми аудиториями. И на следующих 2 слайдах критерии, ключевые показатели эффективности, которые в ходе длительной дискуссии мы выработали, и это, на мой взгляд, большой успех. С ними можно спорить, но это уже точка отсчета для определения, что должно прогнозировать
принятие определенной коммуникационной стратегии города или региона, или брендингового проекта, или даже логотипа. Там должна быть определенная ответственность в плане повышения капитализации города. И капитализация должна идти через эти шесть направлений. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, по населению нам, так сказать, мы считаем, что достаточно точный KPI отток населения по сравнению со среднероссийским параметром. Понятно, что есть всякие шумы и другие факторы, но в целом он достаточно точно отражает привлекательность или непривлекательность территории. Туризм, доходы территории от туристической индустрии. У нас там был дополнительный полчаса посвященный конкретному, так сказать, кейсу по Удмуртии, и надеюсь, что мы в ближайшие пару дней сможем его и продемонстрировать. Инвестиции, значит, здесь параметры достаточно традиционные, объем инвестиций, число инвесторов, что считается важным, потому что в некоторых случаях один инвестор может привести очень много, значит, а если, так сказать, увеличивается количество инвесторов, то мы, соответственно, страхуемся от поведения этого главного инвестора. И число новых предпринимателей в данном случае, значит, число предпринимателей это отражение как инвестиционного, так и предпринимательского климата, которые тоже инвестиции, которые не всегда учитываются. Следующий слайд. Следующий слайд. Так. Значит, образование. Ну, давайте возьмем ключевой параметр, учитывая, что нужно сворачиваться. Образование, мы помимо традиционного количества иногородних иностранных студентов, которые учитываются в рейтингах вузов, мы предложили еще один критерий, который не учитывается в традиционных рейтингах вузов, но который важен именно для взаимодействия, так сказать, города, для его продвижения в долю лучших местных абитуриентов, поступивших в местные вузы. Спасибо.